Я вижу огни, это где-то в степи полыхает пожар. Я вижу огни, вижу пламя костров. Это значит, что здесь скрывается зверь. Я гнался за ним столько лет, столько зим. Я нашел его здесь, в этой степи. Слышу вой под собой, вижу слезы в глазах. Это значит, что зверь почувствовал страх. Я смотрю в темноту, я вижу огни. Это значит, где-то здесь скрывается зверь. Он, я знаю, не спит, слишком сильная боль. Все горит, все кипит, пылает огонь. Я даже знаю, как болит у зверя в груди. Он ревет, он хрипит, мне знаком этот крик.
Иса, Чечня. Что я хотела сказать? Сейчас машина проедет. Что я хотела сказать? Спасибо вам, зрители, всем. Большое спасибо за то, что вы есть в моей жизни, за то, что вы пишете хорошие комментарии, пишите мне в личку. Если у нас кто-то заболеет или что-то, большое спасибо. А также есть такая категория людей, которые, я не говорю, что они со зла это делают, но просто, может быть, хотят меня предупредить о том, что говорят: Киса, а вы в курсе, есть там какие-то каналы, есть что-то, что вас порочит. Друзья, я понимаю, что вы многие не со зла, может, просто думаете, что я не знаю. Я уже несколько раз говорила, что есть люди, которые контролируют. Если нет моих фотографий, видео, меня это... Пусть пишут, что хотят. Это совершенно их личные проблемы. От того, что они пишут, я не стану такой. Моя семья не станет такой. В этом районе, в этом сильном районе, Веденском, я живу уже, можно сказать, 24 года. Друзья, я сегодня говорю, у меня дрожит голос. Есть такие люди в этом районе. Я с ними не вижусь годами. Я с ними не вижусь каждый день. Я с ними не вижусь раз в месяц. Я с ними не вижусь даже раз в полгода. Но у меня в душе, видит Аллах, все переворачивается от мысли, что я живу в одном районе с этими людьми, что я попала в село, в то, откуда эти люди родом, где их предки родились и умерли. Это просто, вы себе не представляете, насколько благородны эти люди, насколько люди своего слова. И эти люди очень сильно уважают меня и мою семью, понимаете? Они уважают мою семью, и они знают, что плохого человека, плохую девушку они бы не взяли никогда в жизни. Меня это чувство переполняет. Я прошу вас, мои хорошие, я знаю, может быть, вы не со зла, я понимаю вас. Меня это не задевает. Да, были моменты, когда мне было обидно. Да, бывают моменты, мне хочется разнести. Но от того, что они там пишут, я такой не стану. Я еще раз повторяю, вон там, Веденский район, вон там живут настоящие мужчины, настоящий народ, настоящие люди и полностью вся Чеченская республика. И вот этот сильный, такие горцы проживают, такие сильные люди, которые не слабаки, с которыми, чтобы ужиться, нужно быть такой же крепкой, как они, чтобы сравняться с ними, чтобы быть с ними в одном ряду. И сегодня я заявляю, что я одна из них. И меня уважают, и любят в моей семье, и уважают эти люди. И мне за честь проживать с ними. Я иногда, когда подумаю об этом, что я живу с этими людьми в одном районе, да, что я горда этим, меня переполняет. Я ни в коем случае не хочу сказать про других людей, про какие-то другие районы, либо регионы. Я говорю про то, что место, где я живу, я знаю его цену, я знаю, какие настоящие, такие горцы такие, знаете, которых не так просто сломать, да, сильные духом люди, которые такие сильные 2 войны прожили, перенесли и не сломались. И до этого все время они вот... Разве я могу думать о ком-то, что кто-то, какие-то шавки тявкают там, и от этого я должна стать такой? 24 года не обманут людей с моего села, не обманут мою семью. 24 года я каждый день вижу с ними, и они видятся со мной. Моя семья, которая малейший мой какой-то косяк, гнали бы просто меня в шею, если бы я довела себя недостойно там, либо я там ходила по селу, или куда-то ездила, сплетничала, занималась чем-то таким, оскверняла свою семью, там сплетни, это все. Я достойно прошла этот путь. Иншаллах, достойно. Иншаллах, достойно так. Я не подведу этих людей, которые находятся за вот этой надписью. Я не подведу их. Я их не подведу. Вот и все. Я говорю, у меня прям слезы. Поэтому не нужно мне говорить о том, что есть, пускай эти люди говорят то, что они пишут, говорят о себе. Этих людей, эти люди, если бы говорили, которые там живут, вот тогда бы я впала в панику, вот тогда бы я потеряла смысл этой жизни, если бы я разочаровала этих людей. Вот тогда, да, тогда бы я упала перед всеми на колени, тогда я была бы унижена. Но среди этих волков я выстояла.
И сегодня я стою наравне вместе с ними. Я никогда не буду чеченкой. Не нужно писать, что он хочет быть чеченкой. Нет. Я веду себя так, как должна вести жена чеченца. Я от того, что порой я кому-то высказываюсь, от того, порой того, что я давала разгон, я вам говорила, говорю и буду говорить. Любая чеченская семья, любая чеченская мать и женщина. Разницы нет, с какого региона вы приедете. Если вы зайдете к ним в дом, они вас примут от души. Им разницы нет, какой вы нации совершенно, так же, как и мне. Мне нет разницы, я всегда угощу, встречу человека от всей души. Ну, не дай бог, кто-нибудь, опять же, даже свои, чужие, кто-нибудь затронет их семью, оскорбит супруга ее, либо ее детей начнут обижать, оскорблять. Эта прекрасная женщина превратится в страшного зверя. Вот и все. Ты никогда не была, не будешь, ты никогда не станешь чеченкой. Я никогда не смогу этого сделать. Я никогда не смогу. Я еще раз говорю, это просто невозможно. Но я ничем не опозорила этих людей. Понимаете, я замуж вышла как положено. И свой путь несу как положено. И на этом заканчивается все. И на передачи никакие мы не ездили, никого не искали. Вот это самое главное. Как достойно я сюда попала, и как я проживаю, как я несу свой путь по сегодняшний день. Об этом не стоит забывать. Для меня сегодня это самое главное. Все, что он там написано. Поэтому я больше не хочу. Не нужно мне писать. Может быть, кто-то и по-хорошему. Я не против. Посмотрите, какие прекрасные розы мне подарили. Посмотрите, какая атмосфера, какие горы, какое все прекрасное. Маша Аллах, альхамдулилlah, какая семья, какие дети слушаются, помогают. Живы-здоровы, альхамдулилlah, мамы наши. Ну что же, ну как я могу? Да, я эмоциональный человек, порой я на это обижалась, да. Но когда мой сын пошел в армию и пришел с армии, и когда я его ждала, я о многом задумалась. Я о многом поменяла свое мнение. Я поняла о том, что придет мой сын, иншаллах, если я его увижу на пороге своего дома окончательно. Лучше этого счастья быть не может. Я никогда никого не буду слушаться. В том плане, что какой-то агрессии, каких-то плохих комментариев. Да пусть говорят. Собаки лают, караван идет. Периодически, конечно, будет, потому что нужно икнутый пряник. Да, но меня это не затрагивает, меня это не обижает. Мы вместе, мы сила, я очень горда. И зачем мне обязательно... Почему вы так думаете, что я хочу быть прям чеченкой? Я должна жить, я должна носить платок, я должна носить эти вещи, я должна соблюдать, потому что я жена чеченца и мать чеченца, понимаете? Мне это по статусу не положено вести себя по-другому, понимаете? И я ни с кем не веду себя плохо. Я 24 года прожила в этом прекрасном районе. Я никогда в жизни, любой может приехать, я ни с кем, ни с соседями не ссорилась. Никогда я не сплетничала, никогда я ни с кем не скандалила. Никогда в дом не приходили, не говорили, ваша сноха сказала то, сказала это. Это смотрит моя свекровь и будет смотреть. Чтобы она пришла, если кто-то сказал, там, твоя сноха, киса вас обсуждала или сплетничала, или какие-то разговоры. Я все время нахожусь в своем дворе, занимаюсь своими делами, понимаете? Вот и все. Поэтому по-другому там просто быть не может, понимаете? Но меня уважают, меня любят. Так же, как и любили бы, уважали чеченку. Поэтому, если бы сказать, что меня обижали, надо мной издевались, и меня бы глушила обида, да, почему я не чеченка? Вот была бы я чеченка, вот было бы по-другому. Да, вы бы были правы, да. Но я не вижу разницы. Я не вижу разницы. А знаете, почему все это? Потому что я искренне люблю и уважаю эту нацию. Я говорю, меня это все как будто через систему, вот когда ставят систему, да, вот капает система в больнице, либо кровь, когда низкий гемоглобин, вот так все чеченское прошлось по мне. Я всегда, кто ко мне не придет, я последнее отдам. Я последнее отдам, кто мне попросит. Я никогда в жизни не пожалею. Я всегда приду на помощь. Но если кто-то меня ударит один раз по щеке, я в ответ со всей силы дам кулаком. Вот такой я человек. И меня не изменить. И потому что я такая, это не значит, что я никогда не смогу быть истинной чеченской снохой. Любая чеченка поступит так. Она не позволит, чтобы обижали, оскорбляли ее семью. А в остальном другом она будет самым наилучшим человеком. И все говорят, лучше друзей чеченцев нет и быть не может. И хуже врагов быть не может. Поэтому вы не удивляйтесь. А вы если думаете, что я разгон даю, что значит я такая плохая. А я не говорю, что чеченки плохие. Я говорю, что они
лучшие, в моем понимании, в моем. И других я обидеть не хочу. Но я точно 100% знаю, что не дай Аллах, кто затронет честь их детей, либо их семьи, то там уже, то они станут автоматически самыми плохими. И на этом все. Я просто хотела сказать, не надо мне писать, что эти каналы существуют. Это все пыль, грязь. У них ни одной нету ни семьи, ни детей, ничего. Они, представьте, они живут мною. Как мне одна женщина, чеченка, написала: Киса, ты сейчас популярнее, чем даже доллар, евро. Ты что, ты впереди, ты сила, Киса. Даже курс доллара не так интересен, как ты. Не то, что слово, каждую букву твою разбирает на протяжении 3 лет. Если бы я какая-то была там всякая, да на меня никто внимания не обращал. От того, что они там говорят, это что, что-то меняется? Я опять повторяю, я бы могла бы заткнуть рты. Я правда не знаю, где эти люди находятся. Правда не знаю. Они все знают. Ведь есть адрес: село Ведено, улица Асламбек Шарипова, 42, Лулуева фамилия. Знают все. Да приходите, разбирайтесь, станьте передо мной. Скажи: Киса, елки-палки, да вот так-то это, да ты такая-сяка. Вот ваши... Встаньте передо мной. Скажите это в глаза, но у вас же претензии есть. Нет. Нет. А знаете почему? Туда кто зайдет, там же и ляжет навсегда в этом дворе. Там же останется он. Он меня там оскорблять не будет. Вот на этом они поэтому не приходят. А я посчитаю за человека. Даже ни одного такого мужчину я не посчитаю настолько, знаете, отважным, если из этих так называемых женщин хоть кто-нибудь зайдет ко мне во двор и скажет: а вот так, вот так. Я просто посчитаю, что это, ну, тут да, это действительно достойно уважения. Но этого никогда в жизни не будет. Никогда. Никогда этого не будет. На этом все заканчивается. А я счастлива. Спасибо вам за все. Я просто эмоциональный человек, бывает, там я немножко планку загибаю, но я вас всех люблю и уважаю. Очень сильно. Спасибо за все. И эти розы, они подтверждают все это. Они подтвердили. А потом я вам все расскажу. Какой шикарный я получила подарок. Это дорогого стоит. Спасибо вам, мои хорошие. Большое спасибо. Ирина Валентиновна, я вам хотела сказать, что полотенце привезла намного лучше и красивее. Баня, лицо и руки. Это только первый показ. Их там 1000 расцветок. Это новинки, шикарные полотенца, вообще красиво. Таких у нас еще на практике не было. Зачем вы говорите о тех полотенцах, которые уже прошлый век, которые вообще не модны, свои специальные сумочки? Шикарные полотенца, новинки. Я еще даже на них обзор не делала. Я вам предлагаю все самое лучшее. Вы прицепились за те, которые вообще... Последние 2 у меня оставались, которые же из прошлого века, скажем так. Вот такие вот эти вот они. Это баня, лицо, руки. Вот такие вот салфетки разноцветные. Посмотрите, на кухню с зайчиком. Любая расцветка взяли и вот повесили на крючочек. Очень красивое полотенце. Разные цвета. Вот такие вот кофе. Тоже в упаковке 12 штук, по-моему. Мягкие, хорошие, на крючочках. Вот такие полотенца. Это руки. Тоже очень красивые. Разная расцветка. Дальше вот такие вот новинки. Смотрите. Выбитые цветы. Вот так вот. Ну, в общем, столько товара. Я даже не знаю, когда это все успею. Так, ну 23 февраля это я показала, да? Дальше вот такие вот баня. Смотрите, какие расцветки. Вот такие вот баня. Разные цвета. К ним же можно подобрать лицо. Вот лицо. Очень красивое. Дальше руки. Разные расцветки. Шикарные. Сколько показывают, сколько товара. Это еще... Какую-то часть даже я не занесла. Очень много товара, полотенца. Смотрите, какие красивые. Это новинки. Все новое, все у меня впервые. Вот эти вот. Посмотрите, какие красивые полотенца. Это руки. Вот такие вот. Очень хорошее качество. Смотрите, какие. Как вот я вам отправила, точно такое качество. Допустим, это вот руки. Вот такие вот руки. Очень хорошее качество. Вы видите. Это лицо, это вот руки. Вот эти вот разные. Вот какие расцветки. Смотрите, фиолетовые, разные.
Очень красивые, очень шикарные полотенца. Вот. Вот эти вот расцветки разные, полосатые. Их мне надо делать большую рекламу. У меня просто на все это пока времени не хватает. Но сегодня одно что-то сделаем. Кастрюли разных, всего, чего только, скатерти, чего только не навесили. Вот, видите, как зайчика на крючочек повесили. Здесь мягко руки вытирать хорошо. Вот такая вот. И они разные цвета. Вот, очень красиво на кухне. Крючочек свой хорошо. А при стирке этот крючочек можно снять, постирать и заново одеть. Ну, очень красивое полотенце. В общем, много чего много. Всего полно. Также и скатерти. Разные скатерти. Вообще расцветка. На том телефоне, просто это на iPhone, на который я видео снимаю. А торговля у меня идет в другом телефоне. Но вот вам хотела показать именно, обратите внимание. Цветочки выбиты. Какие красивые скатерти. Так, это я для ванны купила. Это для себя. В общем, много расцветок разных. Разных совершенно. Вот смотрите сюда. Смотрите сверху прозрачную клееночку. Какая красота будет на кухне. Это ж просто шикардос. Шикарный будет стол смотреться. Шикарно просто. Смотрите. Это вот такие вот, как лен, улицунах, лен. Да, вот они. Вот это гаргаяс. Открытие. Вот они как лен, видите, идут вот качество скатерти. Вот видите, какие хорошие. А вот на рисунке, как это выглядит. О. Очень хорошее качество. Вообще все просто расцветки. Выбирала из лучшего самое лучшее. На свой вкус. И на цвет разный. Думаю, мало ли, может, у людей там кухня тоже бывает разного цвета. Поэтому разное все выбирала, чтобы людям вот с камушками, смотрите, скатерть. Но она вот идет 150 на 2,65. Вот так вот она выглядит. Это скатерть. Как она как будто вот перламутровая, обратите внимание. И камушки здесь есть. С этой стороны. Вот. Смотрите, камушки какие красивые. Шикарная скатерть, девочки. Это у меня прямая поставка. Это уже не перекупщики, а вот 150 на 2,20, например. Это вот 150 на 3, на 3. Вот как это смотрится красиво. Вот такие переливаются. Очень красивые скатерти. Очень красиво. Вот, смотрите. Скатерть. Как она будет красиво смотреться. Сверху прозрачная клеенка. Это будет что-то просто. Дальше вот такая вот, если идет, если интересует, да. Все равно мы будем рекламировать их, показывать. Вот так вот внизу. Вот цвет. И внизу. Машалла. Смотрите, как красиво. Переливается сильно этот цвет. Очень красиво. Такая же вот белая. Кому надо белая. Размер вот 150 на 2,20. Белые скатерти. Очень красивые. В общем, посередине вот такой вот рисунок. Смотрите, какие красивые. И по краям вот бахрома вот так. И они еще очень переливаются. Вот посередине вот такой рисунок. Очень-очень красивые. Очень красивые. Просто выбора очень много. Очень много. Ты работала там, видишь, руки. Ой, ты что, грязными руками двери трогала? А зачем? Ты же, а что ты работала? Что делала? Бензопилу чинила. Да ладно тебе бензопилу. Мам, я правда. А он хать бензопила чинить-то. Еще стол укрывать в этих. Там такой маленький пеленальный столик. Пеленальный? Да. А кого там пеленают? Ну, они ж будут там мяско кушать на улице. А, да? Они сказали на улице накрыть стол, да? Угу. Угу, правильно. Мяско, кстати, сварилось. Я вот так немножко по-бессовестному, но все равно говядина, мясо, как сварилось, смотрю, тут у меня дискуссия происходит. Нож, бульончик, все. Мясо, прям кусками большое мясо варим.
Слышь, погоди, сейчас покажу, девочки. Прям большими кусками варим мясо с картошкой. И вот чеснок занесли, будем делать такую подливу. И еще галушки сварим, вот с картошки, прям большие куски мяса. Их там 3 человека. Хорошее прям мясо, капитальное. Сейчас. Бульон, кстати, первый раз закипело. Я говорю, первый раз закипело, я пену сняла, процедили и заново новой воды налили сюда, поэтому бульон, чистый. Он первый был очень такой грязный. Лук тоже сюда кинула, пускай варится. Они там что, работают еще, да, рабочие? Девочки, посмотрите, вот такие вот полотенца привезла 23 февраля. Сафиш, отойди, пожалуйста. У них 4 разных расцветки. 4 разных. Очень хороший подарок. А также вот такие вот. Лицо, руки. Вот такие вот полотенца. Тоже 23 февраля. Сейчас покажу поближе. Вот они. Вот, разных цветов. С 23 февраля уже это вот такие вот разных цветов вот для рук. Вот также вот такие вот красивые, посмотрите. Тоже это все есть в наличии. Можете заказывать. Кутька, девочки, посмотрите. Ну это что-то нереальное. Ну сколько разных красивых мы видели цветов. Но это вообще, посмотрите, это новый набор фруктов пришел. Смотрите, какая красота, девочки. Такой красоты я еще, конечно же, не видела. Машаллах, как красиво. На 6 персон он идет. Очень красиво, девочки. Очень, очень, очень. Все, что ходит в набор. Вы видите, да? Вот такие вот блюдечки хорошие, прям глубокие. Прям посмотрите. Вот. Вот так вот кружечка. Потом 6 супниц для супа. Смотрите, какая красивая. Машаллах. Такое блюдо. Салатница большая. 6 таких, 6 кружечек, 6 блюдец, 6, ой, извиняюсь, 6 вот таких вот. Ну, видите, да? 6 вот таких вот пиал. Ой, какой красивый сервис, посмотрите. Так-то у нас были фрукты разные. Я вам их показывала. Обратите внимание, можно сделать, подобрать с бокалами под фиолетовый цвет. Вот такой вот нежный. Смотрите. 10 500 всего цена, девочки. Смотрите, какая красота. 10 500 стоит. Смотрите. Такой сервис за 10 500. Это просто смешно. Реально. А вот эти вот, они идут, такие у нас были, есть, они идут на 12 персон, девочки. На 12 персон. Здесь вот и чайник есть. Вот такие вот блюда. Ну, в общем, все это находится в наборе. Это на 12 персон. Всего по 12. Очень красиво. Вот такое вот золото. Ой, как красиво. Смотрите. Такие тарелочки. Блюда. Такие. Дальше вот такой вот набор. Вот такой вот сервис. Очень красивый. Вот такой вот очень красивый. Они на 6 персон, да, идут? Это у нас на 6 персон, девочки. Смотрите, какая красота.
Также вот такие вот тарелки отдельные. В общем, фрукты у нас еще были вот такие. Да? Вот такой вот зеленый. Какой красивый. Вот он как смотрится. Но вот это, девочки, это чудо из чудес. Просто реально говорю вам. Чудо из чудес. Посмотрите, какой он красивый. Девочки, я в шоке. Я в шоке. 15 500. Цена 15 500. Дальше вот такие вот. Смотрите, красивые. Султан. А вот какие девочки. Машалла, как красиво все подобрано. Просто посмотрите сюда. Моему восторгу нет предела, девчонки. Посмотрите, все можно подобрать. Даже чайник. Смотрите, какая интересная салатница. Смотрите, какие тарелки красивые, девчонки. Просто посмотрите сюда. Посмотрите, как красиво. Вау, у меня просто нет предела. Все. Это такие огромные тарелки. Удобные, посмотрите. Вот на стол там, да, что-то. Смотрите, как красиво. Чайнички. Все. Машалла. Очень красиво. Очень красиво. Даже прозрачная посуда продается, смотрите. Вот такие вот сервизы. Обратите внимание. Это все идет в Германии, девочки. Чтоб вы знали. Смотрите, как красиво. Как красиво, смотрите. Смотрите, какая нежнятина, девочки. Смотрите, какие тарелочки красивые, машалла. В этом магазине мы с вами никогда не были. Видите? На 12 персон, видите, с чайником. Раньше не было, сейчас с чайниками есть. Это вот на 6 персон. Смородина. Фарфор, девочки. Что многие спрашивают, вот тоже. Такие у нас были на 6, теперь у нас есть на 12. Очень красивая посуда. Дальше вот такая вот посуда красивая. Вот такая вот. 24 предмета. На 6 персон 24 предмета, девочки. Смотрите, какие тарелки интересные. Вот так вот. Кастрюля набор. Большой. Что за штучка? Объясни Смотрите, какие цвета прежде, девочки. Кастрюли. И с ними же есть мантоварки такие розовые. Вот зеленый, как у меня. Точно такой у меня есть. Я пользуюсь им. Ножи тоже, девочки, обратите внимание. Ножи разные. Разных расцветок ножи. Не только висит там сервис, пускай оплачивает. Смотрите. Все под любой цвет кастрюли подберем. Сервис там есть за 12 тысяч.
Смотрите, какие красивые костюмки. Машалла. Даже для меня это новинка. Вот хорошие кастрюльки, смотрите. Кому зеленые нужны. Чайники. Все можно подобрать, девочки. Ярко-красный цвет. Видите? И розовые. Вот такой необычный цвет. О, Маша, какие красивые девочки. Такого не видели. Да, ну пенсионный не нам, тоже брат написал. Смотрите, девочки. Какая красота. Видите, какая красота, девочки? Посмотрите. Просто посмотрите на эту красоту. Все же? Ники можно вот так вот купить. И вот так вот. Чайнички. Можно вот так вот. Смотрите. Вот так вот можно чайники. Красные. Ну, они разных цветов, девочки. Зеленые, бирюзовые. Вот такие. Вот такие. Вот такие чайники. Вот такие вот кастрюли. Смотрите. Вот у меня, например, точно такие. Вот у меня. Девочки, я сегодня работаю. Приехала на склад. Вот они, эти все кастрюли. Сейчас мы их будем грузить. Цвета разные, чтобы вы имели в виду. Цвета разные, девочки. Так, зеленых 10, красных 10. Вот они цвета. Белых 10. По 10. Всего по 10. Да. И этих, да? Так, подожди. Вот нержавейка. Еще смотрите, какие хорошие. Можешь тоже взять. Посмотреть. Все Турция, девочки. Все Турция.